звуки российского гимна под живой аккомпанемент военного оркестра как символ сегодняшнего торжества. С особым трепетом его напевает каждый, независимо от национальной и религиозной принадлежности, ощущая необыкновенную торжественность момента, величие, силу и мощь великой державы. Оттого и гордо поднятые головы участников мероприятия и царящий повсюду дух патриотизма. С главной праздничной сцены республики звучат слова поздравления от председателя правительства республики. Разрешите мне от имени главы Республики Ингушетии, героя России Юнусбека Баматгреевича Евкурова и от себя лично поздравить вас с Днем России и с 87-летием образования Ингушской Республики. С праздником! Эти две даты, эти два праздника, они взаимосвязаны особенно для нашего народа. Приобретением суверенитета государством российским за образование нашей республики проголосовали представители всех субъектов Российской Федерации, представители многих национальностей. Они сказали, что быть Республикой Ингушетия, и мы с вами гордимся, что у нас есть своя государственность. Мы гордимся, что мы живем в великой стране России. Этот праздник – символ единства народов, патриотизма, сплоченности во имя процветания Родины и ее граждан. Он объединяет всех, кто гордится славным прошлым и верит в великое будущее страны. Из благополучия всех субъектов Российской Федерации складываются успехи России. В том числе достойное место занимает Республика Ингушетия. Принятие Декларации о суверенитете России, затем 26 апреля 1991 года принятие Закона о реабилитации репрессированных народов, а 4 июня 2002 года образование самой республики. Все эти даты ознаменуют великие вехи в истории ингушского народа. Мы благодарны депутатам первого созыва, которые приняли исторически правильное решение в судьбе ингушского, а также всего российского народа. Ингушетия – самый молодой регион страны, вот уже 249 лет как часть одной большой семьи под названием Россия, благодаря добровольному вхождению ингушей в состав великой державы. Сегодня мы развиваем свою республику и с особой гордостью отмечаем 27-летие ее становления. Наша республика развивается, строится огромными темпами, идет светлое будущее. Я надеюсь, что в таком же составе, в таком же мире и благополучии мы встретим и 50-летний рубеж наш, и 100-летний юбилей отметим. В этот день я желаю всем мира, благополучия и семейного благополучия всем. Богатство России – это ее люди. Для каждого из присутствующего здесь это мероприятие и сам праздник – символ длинного исторического пути, который прошли их предки через века и тяжелые испытания, потому что были вместе. Чувство патриотизма и гражданская ответственность сегодня их прививают юным гостям праздника. По традиции им вручают их первые паспорта. Сегодня я стала полноценным гражданом Российской Федерации, и это большая ответственность для каждого из нас. И, конечно, я буду стараться соблюдать законы, которые введены в государстве, то есть быть полноценным гражданом Российской Федерации. Под бурные овации на главной сцене поздравления звучат и в песнях классическая музыка и современные композиции в исполнении ингушских российских артистов. Сердце свыше дыхание любимой земли. Творческие номера представили и танцевальные коллективы Ингушетии, национальные мелодии, зажигательная лезгинка и яркие костюмы выступающих особенно произвели впечатление на представителей других национальностей. Те, в свою очередь, знакомят гостей мероприятия со своей культурой и кухней. Мы сегодня представили свою здесь национальную кухню. И со всеми российскими народами мы в согласии в мире живем на радость Российской Федерации, на процветание российского народа. Россия, в моем мнении, в моей точке зрения, это щит защиты всего человечества от агрессоров, от
недугов, можно сказать. Так что поздравляю всех россиян с Днем России. Желаю успеха, счастья, здоровья. Нашим министерством организована выставка национальных кухонь. Наши диаспоры, которые проживают в республике, которые себя считают гражданами этой республики, частичкой нашей республики, выставили свои кухни. Наши дети и жители республики, также и гости республики отведали их национальной кухни, познакомились с их традициями. И сегодня мы рады, что есть такой праздник, и мы все вместе здесь собрались единой семьей. Своим творчеством здесь радуют и ингушские рукодельницы. Национальные костюмы, горные пейзажи на масляных холстах и изделия декоративно-прикладного искусства. Здесь все цепляет глаз, но задержать его дольше хочется именно на этой работе. Картина Лидии Хамхоевой. Она символизирует один из самых важных этапов ингушской истории. Ну, мне так трактировали ее, хотя я не очень была вначале как-то согласна с этим. Вхождение Ингушетии в состав России. Береза символизирует Россию и, естественно, наши горы. Сегодня она попала в точку прям, картина эта. Ну, а так, все у меня работы просто так, никакой цели никогда не бывает. Просто вышиваю и люблю свою работу, и все. И еще получаю удовольствие от того, что людям нравится. Я россиянин. Сегодня у каждого есть возможность еще раз с гордостью сказать эти слова. Радость от этого переполняет всех собравшихся на этом празднике. Поздравляют друг друга открыто, эмоционально. Считают, что именно в таких встречах и выражается единство всех жителей страны. Поздравляю всех жителей нашей республики с этими двумя датами. Желаю мира, благополучия, процветания. День единства России. Желаю единения всех наших граждан. Всего самого доброго в этот прекрасный, солнечный, яркий летний день. Всем жителям республики всего самого доброго. Великое государство, великий праздник. И как раз сегодня праздничное, и настроение праздничное, и погода праздничная. Так что я хотел бы от всей души поздравить народ Ингушетии с этим великим праздником, который мы отмечаем 26-й раз. И 29-й раз российское государство мы отмечаем праздник День России. Это большой праздник, это очень значимый праздник. Я еще раз поздравляю всех с праздником Дня России. Торжественное мероприятие в этот день проходит по всей России, и весь народ един во мнении, что 12 июня – это тот самый день, с которого начинается Родина. Эта дата объединяет тех, кто думает не только о прошлом, но и о будущем большой страны. Жарадат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24.